Депутаты Госсовета сегодня приняли изменения в республиканский бюджет. Совместно с правительством региона после долгих и сложных переговоров средства были перераспределены по некоторым направлениям. Львиная доля уйдет на социальную поддержку и помощь муниципалам. Подробности у Татьяны Супряткиной. В сложное экономическое время республике удалось сохранить бюджетный баланс и даже увеличить доходную часть. Казалось бы, это почти невозможно, ведь налоговые поступления корректируются периодически, но тем не менее почти 9 миллиардов рублей дополнительно пополнили казну. Ковидные ограничения республику, как и всю страну в целом, не перестают лихорадить, внося коррективы в экономические показатели. Но при всем этом доходная часть бюджета к концу года выросла на 8,7 миллиардов рублей. Это все налоги на прибыль организаций и доходы физических лиц. Год, вы помните, мы начинали очень сложно. Дефицит бюджета 12,2 миллиарда. И, конечно, о каком-то развитии, каких-то дополнительных мерах поддержки, которые сегодня обсуждались и были приняты, не могло быть и речи. Что позволило перевести позицию из жестко отрицательной по бюджету все-таки в доп. Доходы? Ну, в первую очередь, это, конечно, огромная работа правительства и его экономического блока. И основная идея это была улучшить инвестиционный климат. Потому что, если вы посмотрите, за счет чего вот эти, мы сегодня 7,7 миллиарда, которые как доп. Дохода у нас поступили, это 7,6 миллиарда рублей, это налог на прибыль. А прибыль – это как раз наш весь бизнес, и малый, и средний, и крупный. И вот я еще раз подчеркиваю, именно улучшение инвестиционного климата – это, знаете, такие слова, которые кажутся довольно банальными, но на самом деле за ними стоит огромная работа. И работа эта началась еще в прошлом году, она системная. И вы помните, что мы уже в феврале этого года я докладывал и защищал на президиуме Госсовета как раз новую стратегию социально-экономического развития Республики Коми. При этом это действительно была очень инновационная стратегия, и именно в ней были заложены основы вот этого дополнительных доходов, которые мы в конце года сейчас получили. С финансами очень нелегко сегодня муниципалам. На местах образовались бюджетные дыры из-за налоговых недопоступлений. А это может сказаться на выплате зарплат бюджетникам, чего республика никак не может допустить. Только накануне в помощь Печоре регион выделил 138 миллионов рублей на оплату зарплат учителям. В целом же муниципалитеты получат дополнительно 4,5 миллиарда рублей на покрытие убытков и выплаты педагогам. Помимо этого, дополнительные поступления позволили пересмотреть финансирование и социальные сферы в целом. В связи с ковидной ситуацией, что 1,5 миллиарда рублей мы запланировали на дофинансирование системы здравоохранения. В основном эти деньги пойдут на новое оборудование медицинское, на выполнение возможности финансирования льготного лекарственного обеспечения наших граждан. 1 миллиард рублей запланирован на дополнительные социальные выплаты, которые мы приняли решение ввести на предыдущих сессиях. Это приобретение, автомобиля за счет бюджета семьи, имеющих 7 и более детей, выплаты на детей от 3 до 7 лет, и льготное личное кредитование. Республика досрочно погасит долг и по концессионному соглашению за строительство дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар. О таком финансовом успехе еще пару месяцев назад даже и предположить было невозможно. Инвестор на свои деньги провел все работы, а республика обязалась до 2025 года вернуть все вложенные средства. В 2018 году было принято решение войти в концессию. Концессия дорогая, но тем не менее нам нужна была дорога Сыктывкар-Нарьян-Мар, и мы в эту дорогу вошли своими деньгами, концессией, с тем, чтобы затем по годам до 2025 года выплачивать 1,5 миллиарда объем концессионных сборов ежегодный. И в этом году
прошлом году, в 2020, когда мы смотрели, где у нас основные блоки, которые нас тянут назад, это парадокс. Мы сначала шли на то, чтобы принять эту концессию, да, чтобы эту дорогу сделать, а потом, когда она у нас, эта дорога была уже сделана и заработала, мы поняли, что 1,5 миллиарда в год выплачивать концессионных сборов, это просто очень для обременения большое. И мы год целый, это не так просто. Прийти к концессионеру и сказать, давай мы досрочно погасим. А зачем ему это нужно? Вот вдумайтесь только в цифры. Если бы мы платили до 25-го, мы бы заплатили 5,8 миллиардов рублей. Но правительству удалось договориться о досрочном погашении долга. Год сложнейших переговоров на всех уровнях федеральной власти. И вот результат. За дорогу регион сейчас заплатит 3 миллиарда 400 миллионов рублей вместо 5,8 миллиардов. Высвободившиеся 2,4 миллиарда бюджетных средств смогут перенаправить еще на более необходимые направления. Татьяна Супряткина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.